Красивая женщина не только стильно одета и подтянута, но и уверена в себе, довольна и счастлива. Как всего этого достичь и как среди вороха проблем чувствовать себя счастливой? Именно эти вопросы мы зададим вместе с Татьяной, нашему психологу. Татьяна, я хочу представить тебе Маркину Татьяну. Она психолог нашего телепроекта. Приятно, Татьяна, взаимно. у меня вот наболел к вам вопрос. Есть у вас рецепт счастья? Рецептов счастья куча. Самое главное – знать рецепт несчастья. Это означает, если человек старается понравиться всем остальным, то он перестает нравиться самому себе. И это самая больная тема у человека, который не знает, кто он, какой он, каким ему быть и что с самим собой с таким вот делать. Пожалуй, так. Понятно, очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот какими бы мы ни были стильными, успешными, но все равно возникают какие-то неприятности на работе, в личной жизни. Так кому все-таки лучше рассказывать, подушке или психологу? Подушки тоже неплохой вариант. Это одна из методик, это одна из техник выхода стресса. Стресс вообще окружает нас везде. Это неплохой способ. Можно и в подушку поплакать. Есть другие варианты, да. Психолог вам позволит не снять вот какое-то напряжение сиюминутно, а разобраться с тем, почему это напряжение возникает и почему эти ситуации повторяются. Поэтому поплачьте, а потом вперед к психологу. Отлично, спасибо большое. Я вас, наверное, оставлю в этом кабинете, чтобы вы могли спокойно поговорить обо всем, что наболело, обо всем, что хочется рассказать. Я с вами прощаюсь. До свидания. Как-то один мудрец предложил своим ученикам взять с блюда слив одну и отдать ему, самому главному человеку в его жизни, тому, кому он больше всего верит, уважает, ценит и любит. Многие ученики взяли эти сливы и отдали, конечно, учителю, самому этому учителю, которых он обучал. А один наглым образом взял эту сливу, съел ее и чувствовал себя совершенно довольным и счастливым. Учитель посмотрел на своих учеников, и те, которые отдали сливы ему, ответили неверно, потому что то, чему он их учил, усвоил именно этот последний ученик. Самый главный человек в жизни у каждого из вас – это вы сами. И это ваше не только право, это ваша обязанность. Очень многие люди отдают право есть вот с этой тарелки и право съесть первую сливу своим детям, своим родителям, своим близким, некоторые даже своим животным домашним. И потом появляются проблемы, потом появляется неудовлетворенность жизнью. Татьяна очень интересный, яркий, умный человек с хорошим внутренним слухом. Я уверена, что с этого блюда слив она без зазрения совести возьмет эту сливу и съест ее. Это не только ее право, это ее обязанность. Я желаю ей приятного аппетита. Татьяна очень оптимистичный человек, и как психолог она помогла мне убедиться в правильности моих многих жизненных начинаний. Она придала мне уверенность и решительность.